Здравствуйте, в эфире информационный выпуск новостей. В студии для вас работает Асан Абиблаев. О главных событиях на этот час. Сегодня в нашей программе. Рабочая встреча главы Республики Крым Сергея Аксенова с депутатами Государственной Думы. Рабочая встреча главы Госкомнадзора. Новый этап строительства моста через Керченский пролив. 15-летняя девочка нуждается в помощи. Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел рабочую встречу с депутатами Государственной Думы Российской Федерации от Крыма Михаилом Шереметом, Русланом Бальбеком, Андреем Козенко, Константином Бахаревым, Светланой Савченко. На встрече также присутствовал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. В ходе мероприятия глава республики отметил, что депутаты Государственной Думы от Крыма должны своей работой оправдать честный выбор крымчан. Вопросы вы все сами знаете, которые стоят у нас на повестке дня. На сегодняшний день в Государственной Думе на рассмотрение около 8 законопроектов находится, которые были поданы до начала избирательной кампании. На вас будет обязанность каждому в своих комитетах, соответственно, проконтролировать прохождение этих проектов, выступить в случае необходимости, внести вопросы на рассмотрение фракции. От вас, в том числе, мы ожидаем работы в поле здесь, это в том числе в те дни, когда вы работаете непосредственно в регионе, это 1 неделя в месяц получается как минимум. То есть задача одна – мониторить проблематику среди граждан, то есть совместно с нами дальше вырабатывать пути решения, те, которые требуют на федеральном уровне, на федеральном, те, которые требуют усилий от республиканских, от муниципальных органов власти. Соответственно, вы даете справку нам, мне и Владимиру Андреевичу, и мы, соответственно, запускаем процесс реализации этих решений уже на местном уровне, на республиканском. Напомним, что кандидатура Руслана Бальбека утверждена на должность заместителя председателя комитета по делам национальностей. Наталья Поклонская заняла должность заместителя главы комитета по безопасности и противодействию коррупции. Константин Бахарев вошел в комитет по государственному строительству и законодательству. Андрей Козенко в комитет по финансовым рынкам. Светлана Савченко теперь работает в комитете по культуре, а бывший первый заместитель премьер-министра Крыма Михаил Шеремет вошел в комитет по энергетике. Депутаты Государственной Думы Российской Федерации Руслан Бальбек и Наталья Поклонская сегодня провели личный прием граждан. На встрече обсуждались насущные различные вопросы и проблемы крымчан. Подробнее в следующем сюжете. Заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в ходе приема граждан рассказывал о планах работы в Государственной Думе. На сегодняшней встрече депутат выслушал и взял под личный контроль все вопросы, с которыми обратились жители полуострова, чтобы решить их на уровне Госдумы. Что касается справок о реабилитации, мной внесен проект закона, законопроектный план на осеннюю сессию. И речь идет о внесении изменений в закон о реабилитации жертв политических репрессий, которые позволят упростить получение справок о реабилитации и сократить до законодательной нормы, предписанной в федеральном законе, до 3 месяцев. Значит, второй вопрос – это о статусе иностранных граждан. Я также участвовал совместно с ФМС в разработке изменений в данный федеральный закон. В 2 чтениях в Федеральном комитете по государственному строительству уже вопрос был рассмотрен. Также я его актуализировал уже с председателем профильного комитета, с Павлом Владимировичем Крашенниковым. Поэтому буду стараться, чтобы также в плане осенней сессии мы этот вопрос решили. Граждане задавали вопросы различного характера. В основном их интересовал вопрос о получении справки о реабилитации, гражданства и проблемы с землей. Флюра Бекирова пришла на прием к Руслану Бальбеку с просьбой ускорить процесс получения справки о реабилитации и оказать помощь в улучшении жилищных условий. 10 лет живу на квартире, дочь инвалид 3-й группы с детства и 2 внучат, сын, работы нет. Очень обнадежили меня. Просто справочку мы не могли получить. Она готовая, но что-то не дают. Через месяц сказали. Сейчас обещали ускорить. Я надеюсь, что чем-то мне помогут. Хотя бы на очередь или землю, я не знаю. Руслан Исмаилович сказал, что льготы есть. И даже завтра меня уже пригласили пойти, начинают с продвижения и сказали, что ускорят справочку.
Роза Ахмедова вместе со своей семьей переехала из Узбекистана в Крым в 2014 году. Но до сих пор ни один член семьи не может получить вид на жительство. Получили только справку о реабилитации. В надежде за помощью обратились к Руслану Бальбеку. На сегодняшний день семья проживает на съемной квартире в Ялте. Надеемся, что нам помогут здесь как-то легализоваться, получить вид на жительство, ну и в дальнейшем, конечно, гражданство. Легко очень получили справку о реабилитации, буквально за неделю. Большое спасибо, кто этим занимается. Но ФМС, чтобы здесь как-то легализоваться, получить вид на жительство, это вопрос номер один. Аналогичный прием провела сегодня и заместитель председателя антикоррупционного комитета, глава комиссии по контролю за доходами депутатов Наталья Поклонская. К ней крымчане обращались с вопросами мошенничества, коррупции, а также граждане, которые не согласны с судебными решениями и работой правоохранительных органов. Жалобы совершенно разные. Как в прокуратуру поступали по разным вопросам. Это и бытовые вопросы, и вопросы, которые связаны с непониманием правоохранительной системы, с несогласием принятых решений. Совершенно разные. Это вопросы в том числе и с непониманием судебных решений, которые выносятся в интересах того либо иного субъекта той или иной стороны. Сегодня тоже были жалобы на наш суд, Крымский суд, Верховный. Женщина приводила такие доводы, довольно-таки веские и убедительные. Она показывала все документы, однако в судебном заседании ей даже не дали возможность показать эти документы. В ходе приема граждан депутаты отметили, что такие встречи будут проводиться еженедельно для того, чтобы поддерживать связь с крымчанами и решать их проблемы на уровне парламента. Алимия Кайбулаева, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». 5 человек погибли в результате ДТП в Крыму за минувшие выходные. В селе Перевальное произошло столкновение автомобилей «Таврия Славута» и «Хонда Сивик». Сотрудники МЧС провели деблокацию пострадавших. 2 из них получили травмы, несовместимые с жизнью. На Ялтинском шоссе в Симферополе водитель ДЭО, двигаясь из села Лозовое в сторону Марина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Qashqai. В результате аварии водитель и 2 пассажира ДЭО были смертельно травмированы. Сегодня по инициативе главы Республики Крым состоялась встреча с председателем Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заура Смирнова с предпринимателями, работающими на плато Айпетри. В ходе встречи обсуждались перспективы хозяйственной деятельности на плато Айпетри. По мнению председателя Госкомната Заура Смирнова, любая деятельность должна строго соответствовать законодательству Российской Федерации. МинЖКХ Крыма выделила предприятию «Крымтеплокоммунэнерго» 9 единиц новой техники, при помощи которой можно будет оперативно решать все проблемы в отопительный сезон. Теперь в распоряжении работников предприятия, обеспечивающего крымчан теплом, есть 6 новых тракторов с ковшами, кран на базе автомобиля МАЗ и 2 спецмашины для откачки воды на платформе газа. Сегодня мы вручили предприятию ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» спецтехнику. В целом эта спецтехника была закуплена за счет средств бюджета Республики Крым. На эти цели было выделено 660 миллионов и планируется закупить 153 единицы спецтехники. То есть это и экскаваторы, и самосвалы, и спецтехника для перевозки бригад АВР. По словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Якуба Зейтулаева, поставка всей техники будет осуществлена в ближайшее время. Получат новые машины не только государственные унитарные предприятия, но и муниципальные образования. Запланирована закупка 54 единиц спецтехники для ГУПов и 99 для муниципальных образований. Генеральный директор Крымтеплокоммунэнерго Леонид Хатулев в свою очередь поблагодарил правительство и руководство Республики Крым за новую технику. Для нас это очень значимое событие, потому что та техника, которую вы видите за моей спиной, это то, без чего мы последние годы очень тяжело и трудно было выполнять свои работы, связанные с теплоснабжением и с нормальным теплообеспечением жителей Крыма. Эта техника позволит нам выполнять своевременно и качественно работы, связанные с ремонтными работами тепловых трасс, с устранением аварийных ситуаций. Также Леонид Хатулев добавил, что техника будет распределена не только по Симферополю, но также доставлена в филиалы предприятия в Керчи, Алуште, Ялте, Феодосии, Евпатории и Джанкое. Сабрия Халиляева, Умер Мустафаев, телеканал «Миллет».
Украина выразила протест в связи с признанием Сирии и Крыма частью России. МИД Украины вызвал временного поверенного посольства Сирии в стране Мухаммеда Сабаха Аль-Хаджи Бакри для получения объяснения о высказываниях спикера сирийского парламента в вопросе принадлежности Крыма, сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Бетса. Ранее председатель парламента Сирии Хадия Аббас заявила, что власти страны признают Крым неотъемлемой частью России. Украинская сторона отметила, что такое заявление является недружественным шагом в отношении Украины и вызывает глубокое возмущение. Начался новый этап строительства моста через Керченский пролив на острове Тузла. Проведена первая технологическая операция по устройству плиты проезжей части, сообщили в информационном центре «Крымский мост». Монолитная конструкция сформирована на 4 пролетах автодорожного моста. На ее поверхность в будущем будет уложено дорожное покрытие. Сегодня в Институте экономики и управления состоялась торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса молодежных идей «Бизнес-таланты Крыма». На церемонии присутствовала наш корреспондент Гульнара Каримова. Конкурс был организован Фондом поддержки предпринимательства Крыма при поддержке Крымского федерального университета. Заявки на конкурс подали более 350 студентов, а смогли защитить свои бизнес-идеи лишь 50 конкурсантов. Мы не ожидали такой активности, мы не ожидали таких горящих глаз и желающих в нем поучаствовать и проявить себя. Реализовать себя очень много, и это самый большой успех и результат этого мероприятия. Победителям, и не только им, а всем участникам, желаю в первую очередь верить в себя и реализовать все свои идеи, все проекты. Проректор по молодежной социальной политике Крымского федерального университета Евгений Бубнов рассказал о важности подобных тренингов. Мы создаем мотивацию, чтобы студенты получали нужные, необходимые для работодателя знания, чтобы они уже приходили со своими идеями, патентами, защищали свои проекты и уже тем самым были мотивированы работать конкретно вместе в конкретных условиях. Они знали, что надо работодателю от них. И самое главное, работодатели создавали возможность для потенциального возможности студентов, то есть чтобы они развивались, пока не наступил преклонный возраст. Призеры конкурса были награждены ценными призами, ноутбуком, планшетом и мобильным телефоном. Артур Кривошапченко занял почетное 2-е место. 2-е место – это всегда ты понимаешь, что чуть-чуть не дотянул до 1-го. Это вроде бы ты гордишься собой, но вроде хочется всегда быть лучше, стремиться стать 1-м. Но я очень благодарен за возможность, которую мне дали организаторы, стать призером. После торжественной церемонии награждения бизнес-тренер из Москвы Боря Алибасов провел тренинг «Мышление миллиардеров». Гульнара Каримова, Алишер Алимов, телеканал «Миллет». 15-летняя Алина Тимиркаева, возвращаясь со школы домой, стала случайной жертвой страшного ДТП. Трагедия произошла 12 октября в городе Саке на перекрестке улицы Дегтярева и переулка Фонтанной возле школы-лицея номер 6. Девочка получила множественные травмы головы, в результате которых находится в коме. Подробности аварии и о состоянии девочки в сюжете Айше Шулаковой. С 12 октября Алина Тимиркаева находилась в Сакской районной больнице, где было проведено оперативное вмешательство, двусторонняя трепанация черепа. 21 октября по линии выездной реанимационной бригады Алину доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Поступила она с тяжелыми травмами черепно-мозговыми. Состояние девочки также расценивается как тяжелое, расценивалось. Вот. На данный момент состояние, опять же, девочки, крайне тяжелая, нестабильная, обусловлена именно тяжестью черепно-мозговых травм. Проводится пока что интенсивное лечение в нашем отделении. Как сообщает отец девочки Эрнест Тимиркаев, авария произошла по вине мчавшегося на огромной скорости водителя белой «Тойоты», жителя села Орехово Сакского района. Водители и пассажиры другого автомобиля, среди которых был ребенок, также пострадали в результате ДТП. Toyota RAV4. У нее была помеха справа, она не пропустила машину «Шкода». И они столкнулись, две машины столкнулись вместе. И рядом проходившая наша девочка ее зацепила. Моя дочка в очень тяжелом состоянии. У нее большая травма головы, в коме, пока себя не приходит. Бабушка Алины Тимиркаевой говорит, что девочка боялась автомобилей и всегда была предельно осторожна. Мама говорит, если мы вдвоем идем, она маму, наоборот, отдергивала назад. Вот до того она. Значит, она видела эту машину, может быть. Она не могла идти вот к этим машинам.
Вот как они зацепили ее, я не знаю. В результате удара Алину отбросило на несколько метров от места аварии. Девочку удалось обнаружить только через 15 минут. Проходила какая-то женщина, увидела, что в стороне еще рюкзак есть, и нашла там девочку и вторую скорую помощь. Только потом, через какое-то время, до нее добрались. На перекрестке улицы Дегтярева и переулка Фонтанный, где произошла авария, в которой пострадала Алина, отсутствуют необходимые дорожные знаки, разметка, а также искусственное возвышение дороги, то есть лежачие полицейские. А в нескольких метрах от опасного участка дороги находится школа-лицей номер 6. Мария Афонина – очевидец аварии. По ее словам, на этом перекрестке это уже 7-е ДТП. Многочисленные письма и обращения в различные инстанции остались без внимания. Последняя авария, когда была, я стояла, крутила соки, так, мне банка с рук вылетела, мне показалось, что у меня ворота сбило. Такая была страшная авария. И дедушка мой закричал, я думала, что его машина сбила. Вот. И тут же я выбежала, смотрю, машина перевернута, ребенок стоит в крови, вытянули ребенка. И женщина лежит, девочка, вернее, лежит, эта девочка молоденькая, которая лежит рядышком. Заместитель главы администрации города Саки Шериф Османов отметил, что сегодня начали установку дорожных знаков и атрибутов, которые регулируют дорожное движение. Это будет 5 светофорных комплексов Т-7. Это такие с желтым сигналом по улице Строительная, по улице Дегтярева. Также это будут искусственные неровности в количестве 12 штук, в народе называются лежачие полицейские. Это также улица Строительная, улица Дегтярева установлены. Сегодня уже столбы под светофоры ставят в городе. В течение 10 дней будут полностью установлены вот все те знаки, которые сейчас перечислил. Это не только вокруг школы лицея, это еще вокруг школы номер 2, которая также находится на этой улице, на улице Строительная. Крымско-татарские активисты объявили сбор материальной помощи семье Тимиркаевых. Желающим оказать материальную помощь сообщаем реквизиты на имя матери Тимиркаевой Лилии Асановны. РНКБ 22 00 02 01 06 23 94 62. Айше Шулакова, Дмитрий Низовой, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». Более 20 творческих коллективов, домов культуры и сельских клубов Сакского района приняли участие во 2-м районном фестивале крымско-татарского народного творчества «Яна Фидан». Подробности фестиваля в следующем сюжете. Фестиваль «Яны Фидан» проводится во 2-й раз и уже успел стать визитной карточкой Сакского района. Организаторы мероприятия – отдел культуры администрации Сакского района и межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества. Мы постарались отобрать только зрелищные номера, массовость. Одна из критериев была при отборе. И в том, что именно количество участников очень большое. Такого еще не было. Вот в этом году у нас очень много участников. И в основном все дети. Помимо детей в фестивале могли принять участие и состоявшиеся исполнители. В Сакском районе всего 29 национальных коллективов, 19 из них крымско-татарские. Участники фестиваля песнями и танцами передали всю красоту и богатство крымско-татарской культуры. Молодые и талантливые артисты поделились впечатлениями. Он такой яркий, красивый. Много детей приехало на конкурс, очень красиво танцуют. Мы познакомились с новыми девочками из других ансамблей, из разных районов. Море впечатлений. Очень хорошо танцуют все, красиво. Жители Сакского района с достоинством оценили выступления творческих коллективов. Каждое выступление участников сопровождалось бурными овациями. Я сегодня увидел, насколько красивы наши дети. Они хорошо исполняют песни. Мы вернулись в Крым для того, чтобы наши дети росли на своей родине. Праздник удался. Пусть Всевышний дарует нам больше таких мероприятий. Пусть такие праздники застанут еще и наши внуки. Нужно жить и развиваться у себя на родине. Я очень довольна этим концертом. Пусть также продолжают дальше петь, танцевать наши дети. В завершении фестиваля руководители творческих коллективов были награждены почетными грамотами. Айша Шулакова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». В
Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени Франко состоялось открытие фотовыставки «Лицезрение». В рамках выставки прошла творческая встреча с российским фотохудожником Иваном Яланжи. Подробности знает наш корреспондент Султания Меджид. Организатором выставки, которая открылась в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени Франко, выступил фотоклуб «Скиф» при творческой мастерской «Солнце Клёш», руководителями которой являются Александр Кадников и Арвидас Шеметас. На фотовыставке были представлены портретные работы клуба. Выставка планировалась, собиралась где-то последние полгода, и мы включены в процесс выставочной работы прекрасного зала библиотеки имени Франко. И нам предоставили зал, вот заранее в октябре было намечено, и, соответственно, так вот случайно попало, что Иван нашел время приехать, прилететь на сутки из Москвы и прочитать мастер-класс именно вот в день открытия выставки. Динара Ахтемова занимается фотографией уже на протяжении 7 лет. Она рассказала, что ее вдохновили работы ее дедушки. Мой дедушка занимался фотографией еще когда мы жили в Абхазии. Я тот период не застала. От него осталось очень много фототехники в доме и проявителей. И мы, я помню, с братом в детстве этим увлекались дома, ну так, баловались, да, там печатали, фотографировали на пленку, дома печатали это все в темной комнате. И как-то вот такие вот моменты вот остались в памяти, эмоциональные, может быть, я не знаю. И само творчество фотографий всегда привлекало как жанр вообще искусства. Также в рамках фотовыставки прошел мастер-класс с российским фотохудожником Иваном Яланжи. Он работает в этой сфере с 1997 года. Основные направления его творчества – это арт и коммерческая съемка. Иван рассказал нашей съемочной группе о цели мастер-класса. Я прилетел сюда с одной лишь целью – поделиться опытом. Поделиться опытом профилирования камер, калибровки мониторов. Вот ради этого мастер-класса прилетел. Мой мастер-класс в двух тематических частях. Первая часть – это прикладное использование цвета. Вторая часть, первая часть – это калибровка монитора. Фотограф Динара Ахтемова отметила, что обмен опытом очень важен как для начинающих фотографов, так и для профессионалов. Обмен опытом всегда важен, и он дает возможность развиваться обеим сторонам. И тем, кто дает опыт, и тем, кто получает. И такие мастер-классы, ну, они важны. Мы узнаем что-то новое. Мы можем в спорах найти какие-то ответы на ранее, там, да, которые было трудно, например, найти. И когда обмениваются вот на уровне даже городов, это тоже очень важно и интересно. Один из руководителей фотоклуба Арвидас Шеметас рассказал, что не все члены фотоклуба являются профессиональными фотографами. Среди них люди самых разных возрастов и профессий. Султания Меджид, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. Накануне крымско-татарская футбольная команда «Кызылташ» сыграла очередной матч в этом сезоне против команды из Севастополя. Игра состоялась в Бахчисарае на стадионе «Дружба». Это домашнее поле команды. С каким счетом завершился матч, знает наш корреспондент Нариман Тарсинова. Перед игрой обе команды разминаются на поле. В основном делают упражнения на растяжку. Тренирует «Кызылташ» второй тренер команды Энвер Сейдаметов. Тем временем на поле устанавливают знамена. А через несколько минут команды вместе с арбитрами выходят на поле, приветствуют друг друга. Наконец прозвучал свисток арбитра. Это значит, что игра началась. Напряженный первый тайм и опасные моменты у ворот команд держали каждого болельщика в напряжении. И вот первый мяч в воротах севастопольской команды, который забил полузащитник Султан Кушанов. По началу чемпионата был защитником крайним, но тренерский штаб пересмотрел свое решение и решил, что мне лучше играть впереди, полузащитником или нападающим. Сегодня они выпустили меня, и я показал, что я могу. Забил гол. В этом чемпионате, да, это первый мяч, который я забил. Первые 15 минут второго тайма для команды были нелегкими, однако игроки, как говорится, взяли себя в руки. Второй гол был после заработанного Султаном пенальти, который реализовал Владислав Цой. А в конце игры гол забивает Марлен Аблятифов, который приносит команде третий мяч. Какие могут быть впечатления, когда команда побеждает? Только положительные эмоции, как бы у нас в команде спасибо, потому что у нас был промежуток времени, который на протяжении 4 матчей проигрывали. Как бы и мотивационный характер носил матч, и технического, тактического плана очень важен был матч. И я думаю, Севастополь очень хорошая команда с хорошими обычаями футбольными, спортивными обычаями. Ну вот мы добились положительного результата, это самое главное.
И по игре, как бы, я думаю, что мы не уступили вообще ни в чем. То есть был какой-то провал, 15 минут во втором тайме, было так очень положительные эмоции и качественная игра. Команда «Кызылташ» играет только первый сезон, однако уже показывает хорошие результаты. Тренировки проходят, то есть 3 раза в неделю тренируемся, интересные тренировки. И постоянно, конечно, улучшается, то есть сыгранность появляется, потому что недавно только сформировалась команда. Вот, то есть узнаем друг друга. После 8-го тура команда поднимается на 3-ю строчку, и в копилке у «Кызылташ» уже 4 победы. А впереди еще много игр, в которых команда, будем надеяться, достигнет значительных успехов. Нариман Тарсинова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». На Крым надвигается штормовой ветер. 24-26 октября в Крыму ожидается сильный северо-восточный ветер 20-25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. В связи с этим жители и гостей региона призывают соблюдать правила безопасности. А это все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Бибулаев. До новых встреч в эфире.